В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Школьников Якутска перевели на дистанционное обучение. Отмечен рост заболеваемости COVID-19 среди детей. Ледоход на реке Лени в 400 километрах от Якутии. Какая обстановка сейчас в Ленском районе? Государственная программа по улучшению жилищных условий среди многодетных активно работает в республике. Сколько семей Нюрбинского района получили сертификаты? На территории республики за минувшие сутки зарегистрировали 115 новых случаев COVID-19. Из них в Якутске 65. Также большое количество заболевших продолжает фиксироваться в Мегино-Кангаласском районе – 25. 6 человек заболели в Вилюйском районе, 5 в Амгинском, по 4 в Нерюнгринском и Чурапчинском, 3 в Усть-Алданском. Единичные случаи также зарегистрированы в Горном, Кобяйском и Среднеколымском районах. Большое количество у нас на настоящий момент именно тяжелых больных. И, соответственно, нагрузка на санитарную авиацию сегодня увеличилась у нас в разы. На настоящий момент у нас угрозу представляют дети. Если исходить из сложившейся ситуации, то в республике мы впервые открыли дополнительные койки для инфекционного стационара именно детского. В тяжелом состоянии в детской инфекционной больнице у нас находятся сегодня 2 ребятишек. Они находятся на реанимационной поддержке 8 и 11 лет. В связи с этим огромное внимание и, соответственно, ответственность должна возлагаться, в том числе и возлагается сегодня на родителей, которые должны обеспечивать безопасность как свою, так и своих детей. Учащихся школ Якутска перевели на онлайн-обучение. В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей принято решение о переводе школьников на дистанционное обучение с 11 мая, кроме 9 и 11 классов, до особого распоряжения. Отмечается, что при этом дети не должны гулять в местах массового скопления людей. Тем временем число заболевших коронавирусной инфекцией растет в республике. Об этом в ходе оперативного штаба сообщил глава Якутии Айсен Николаев накануне. Это связано с несоблюдением жителями мер санитарной безопасности в общественных местах. В Усть-Алданском и Чурапчинском районах введены дополнительные койки. Также увеличено число коек в Якутске. На сегодня не зафиксирован коронавирус в 4 районах. По всей территории республики идет вакцинация. Отмечен рост заболеваемости коронавирусом среди детей. Для них открыты дополнительные стационары. Глава отметил, что сейчас крупнейшие фармацевтические компании работают над созданием вакцины от коронавируса для детей. Это связано с ростом заболеваемости среди них во многих странах мира. Также тревогу вызывает количество беременных, заразившихся коронавирусом. В детской инфекционной больнице города Якутска увеличилось количество госпитализированных на 3%, чем в доковидное время. Больница работает в режиме повышенной готовности. Сейчас там проходит лечение 85 детей, из них с новой коронавирусной инфекцией 15. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 5 человек, из них с COVID-19 2. В стационаре дети получают специализированное лечение с острыми респираторными заболеваниями, пневмониями, кишечными инфекциями, вирусными гепатитами и другими инфекционными заболеваниями. В настоящее время там функционирует 5 отделений. Больница оснащена необходимым медицинским оборудованием. Лекарственное обеспечение производится без сбоев в полном объеме. К другим темам. Гидрологи продолжают готовиться к прохождению ледохода на территории Якутии. Под особым контролем находится ситуация в Ленском районе. Сейчас там находится наш корреспондент Петр Васильев. Петя, как сейчас обстоит ситуация на реке Лени? Кристина, здравствуй. На реке Лени сейчас наблюдается небольшое повышение воды, буквально на 20 сантиметров в сутки. Около города ситуация спокойная. Как вы можете видеть, наблюдается местами вода на льду, ледостав с торосами и местами даже появляются уже закраины. По данным МЧС, уровни воды значительно ниже. Вскрытие в районе Ленского района на границе с Иркутской областью ожидают 11-13 мая. А подробнее о ситуации на других реках нам сейчас расскажет Вячеслав Шихиров, заместитель начальника гидрометеорологического центра по Якутии. Вячеслав, добрый день. Здравствуйте. К чему приведет раннее вскрытие на реках, на малых реках, на притоках нашей Лены?
Ну, приток с малых рек, он будет способствовать уменьшению прочности льда на основной реке, да, разрушать его тем самым, что впоследствии может сказаться положительно на продвижение основного ледохода, так как там участок уже будет какой-то, ну, размытый, да, будет участки чистой воды, ледоход будет проходить более-менее спокойно и без заторообразований. Так что опасности в этом пока нет никакой. А существуют ли на сегодня какие-то особо затопляемые территории, которые находятся в риске затопления? Ну, это обычно пониженные участки рек, особенно пойменные, да, ну, где сейчас, в принципе, законом запрещено выделять места для строительства. Ну, это и также это обычно сенокосные угодья, которые, в принципе, благоприятно потом скажутся на растительности травы и ее скашивании. А вот ситуация по северным рекам, по Яне, Колыме, Индигирке, что сейчас там происходит с ледоставом? На северных реках нашей республики получается, что на реке Колыма, на участке Зырянка-Колымская, а также на реке Яна, участок Сайды-Нижнеянск, отмечается зимний режим, ледостав. Так, а на Индигирке, на самой Индигирке отмечается вода на льду, на некоторых притоках реки Яна уже также отмечается и вода на льду, и отмечаются закраины. Так что тоже малые тоже притоки уже начнут, ну, в ближайшее время скрываться. Вот. А на реке Колыма вскрытие мы ожидаем на участке Зырянка-Среднеколымск с 19 по 23 мая. Спасибо. Кристина, я напомню, что сейчас здесь в Ленске переброшена группа МЧС России для необходимого быстрого реагирования. И в целом и город, администрация, и гидрологи, и прочие специалисты уже полностью готовы для безопасного прохождения паводка как на территории Ленского района и города Ленска, так и на территории всей республики. К этому часу у меня все. Тебе слово. Спасибо. На прямой связи со студией был наш корреспондент Петр Васильев из Ленска. Российские банки нарастили в марте выдачу ипотеки на 11%. Объем суд составил 217 миллиардов рублей. Снижение выдачи кредитов объясняется в первую очередь снижением спроса на недвижимость, что связано с ростом ее стоимости. При условно стабильном уровне доходов потребителей рост стоимости квадратного метра приводит к тому, что все меньше потребителей могут позволить себе приобретение недвижимости. При этом ипотечные заемщики продолжат оставаться наиболее качественными на рынке, так как уровень их просроченной задолженности по их кредитам является наименьшим среди иных групп населения. Доля просроченной задолженности не превышает на текущий момент 2%. Сертификаты на улучшение жилищных условий многодетным молодым семьям вручили в Нюрбе. В торжественном мероприятии побывала наша съемочная группа. Сертификаты на улучшение жилищных условий получили 8 семей, имеющие 2 и более детей. В Нюрбинском районе с начала года этой мерой господдержки воспользовались 14 молодых семей. Для семей, имеющих 2 и более детей, сумма социальной выплаты составляет более 1 миллиона 300 тысяч рублей. На мой взгляд, данная программа очень важная для молодых семей. Это очень большая поддержка для приобретения и улучшения жилищных условий, для строительства дома. Ну, мы планируем летом уже приобрести по договору, то есть не построить, не в ипотеку, а вложиться собственными средствами и данным сертификатом. На реализацию государственной программы обеспечения качественным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024 годы предусматривается трехстороннее финансирование. Это федеральные, республиканские и муниципальные бюджеты. Для ускорения очереди на получение этой социальной выплаты в Нюрбинском районе со следующего года планируют увеличить сумму софинансирования. Мы в этом году предусмотрели 10 миллионов рублей. Положение есть, там категорирование по возрасту. Если ему уже достигнет 35 лет, они уходят от этого категории, поэтому мы хотим увеличить софинансирование с района, потому что побольше семей получили эту поддержку. Сегодня на очереди на получение сертификатов молодым семьям стоят более 170 семей. Со следующего года, когда район увеличит сумму софинансирования, увеличится и софинансирование со стороны республики. Соответственно, заветную социальную поддержку получат больше молодых семей. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Нюрбинский район.
Начат прием заявок на гранты главы республики. Их общая сумма превысила 103 миллиона рублей. На их софинансирование фонд президентских грантов предоставил почти 42 миллиона. Заявки принимаются на портале grants.yakutia.click до 7 июня. На конкурс могут быть представлены проекты по 25 направлениям. Итоги конкурса будут подведены в период до 20 августа, а проекты начнут реализацию с 1 сентября. В Якутске состоялся пресс-показ документального анимационного фильма реконструкции «Дети войны». А его создателем на якутском языке стала творческая группа студии «Кюн Оголоро», что означает «Дети солнца». Сюжет фильма основывается на воспоминаниях детей войны Татинского улуса о пережитых ими событиях. В прошлом году проект стал победителем фонда президентских грантов. С сентября творческая студия начала работу над фильмом. Так его создали с помощью художественных рисунков и анимации. Рассказать историю якутского тыла, какой она была в 1000 километрах от фронта, это было самым важным для группы. К сожалению, с каждым годом эта история стирается из памяти народа. Дальше, после пресс-показа, мы хотим закончить работу полностью над фильмом и потом уже приступить к показам. Показом премьера еще намечается, но дату премьеры пока еще неизвестна. Но 22 июня мы договорились с музеем «Моя история», что будет там показ, и в кинотеатрах, наверное, по возможности тоже. С каждым годом в Ленском районе становится все меньше свидетелей Великой Отечественной войны, а участников ее и вовсе уже нет. В Ленске в небольшой городской квартире живет Лев Федорович Магдеев. Он ветеран тыла, в этом году ему исполнится 88 лет. Наша съемочная группа в день празднования 76-летней победы встретилась со Львом Федоровичем. Война застала семью Магдеевых в Нижней Слободе, небольшой деревеньке Иркутской области, когда Льву только пошел 8-й год. Но он на всю жизнь запомнил день 22 июня, оборвавший мирную жизнь. Он вспоминает, как забрали отца на фронт. В этот день мальчик последний раз видел его. В 1942 году, 4 октября, где-то лежит он, известие пришло. Под Ленинградом погиб. 2 года не прослужил даже. Папа героя нашего сюжета был председателем колхоза. Когда отец ушел на фронт, началась разруха в селе. Лев, как и все дети войны, начал рано работать. Помогал маме обрабатывать поля, работал канагоном. Жизнь, признается Лев Федорович, началась сложная, холодная и голодная. Весной женщины перебирали картошку, готовились к посевной, сеять. Гнилую на улицу. Я жду, когда они там повытаскивают эту гнилую. Приносишь домой ее, промоешь земли. И столкнешь ее, котлетки из гнилой картошки, кушать-то хочется, да. Ой, мы очень трудно жили. Я говорю, спасибо, эта крапива нас спасла, и молоко в основном. Война закончилась, а жизнь потихоньку начала налаживаться. Лев познакомился со своей будущей женой, переехал в поселок Жигалово. Прожили там 10 лет. У молодых родились 3 детей. В Ленск Магдеевы переехали в 1972 году. Прожили вместе с супругой 65 лет. Но в прошлом году Лев Федорович овдовел. Сложно, признается, жить без Тонечки. Так нежно называл свою жену герой нашего сюжета. Но смысл жизни сегодня большой. Это дети, внуки и правнуки. Наш дедушка самый лучший. Мы часто к нему приходим, сидим, пьем чай. Помогаем ему, убираемся. Когда мы приходим к дедушке, он нам рассказывает какие-то истории, мы с ним поем, он играет на гармошке. Дедушка очень добрый, красивый, хороший музыкант. Я его очень сильно люблю. В день нашей съемки Лев Федорович порадовал гостей игрой на гармошке. Вместе с Львом Федоровичем мы посмотрели архивные семейные фотографии. Между фотографией и человеком, держащим ее в руках, целая жизнь. Долгая, интересная, насыщенная. Этот человек видел войну, но она не сломала его любовь и волю к жизни. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше новостей на наших официальных сайтах. До встречи в следующем эфире.